Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Обращение к Легиону Свободы России и Русскому добровольческому корпусу. Все пропагандисты в России единодушно начали распространять информацию о нападении на Россию после вчерашней вылазки. Интерфакс сообщил, что в Кремле нападение ДРГ на Белгородчину назвали подтверждением необходимости СВО, тем самым обосновывая необходимость продолжения военных действий своему населению. В отношении Шамиля Басаева ранее использовалась другая терминология, называя инцидент терактом в Буденновске 1995 года. Наблюдатели осознают важность использования определенных терминов и упоминания конкретных имен и событий в российской пропагандистской машине. Возникает множество вопросов, так как создается впечатление, что происходит своего рода игра, выгодная не только и не столько Украине. Однако сохраняю веру в силу и компетентность украинских и западных разведывательных служб, что удерживает меня от обвинений в зраде. Верю, что наши в конечном итоге выйдут победителями из этой игры. Хотя все это негативно напоминает мне чеченское дежавю. Но речь сейчас не об этом. На днях Марк Фейгин, бывший боевик-снайпер, сражавшийся под началом военного преступника Радка Младича в Боснии, и пророссийский вещатель из Украины Алексей Арестович обсуждали события, произошедшие в Белгородской области. В процессе общения Арестович заявил, что русские добровольцы из Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса испытывают неприязнь к бандам ФСБ вагнеровцам и особенно кадыровцам, рассматривая их как своих врагов. Он утверждает, что у них есть, то есть у русских добровольцев, есть давние счеты с кадыровцами, как у русских. Не знаю, откуда он взял эту информацию. Я обращался к русским добровольцам, в Facebook, в YouTube писал, но они меня проигнорировали. Видимо, с Арестовичем у них более тесные отношения. В связи с этим у меня возникает вопрос к русским добровольцам. Какие именно старые обиды у вас против них, как у русских? Среди вас, вероятно, есть русские националисты и фашисты, которые ранее выступали за полное истребление чеченской нации. Кадыровцы и другие граждане Чечни, перешедшие на сторону России, помогали империи в этом. Внутренняя измена всегда наносит наибольший вред нации, и русские достигли определенного успеха в этом направлении с помощью именно предателей. Всю свою историю русские империалисты мечтали о том, что смогли реализовать сегодня ФСБ и ГРУ РФ. Россия в течение практически 400 столетий прилагала усилия для этого, и сейчас чеченцы, оставленные практически без помощи остального мира, оказались в объятиях медведя-людоеда, вступив к своему позору в ряды своих убийц. Если вы, как утверждает Арестович, испытываете особую неприязнь к кадыровцам, значит, вы желаете отомстить им от имени нашего чеченского и украинского народов. Ведь только нам они причинили страдания и зло. В таком случае неясно, почему он говорит о ваших старых обидах, как у русских. Почему вы до сих пор не нашли общий язык с чеченцами, тысячами воюющими в рядах ЗСУ и теробороны Украины? Может, дело в том, что у вас старые обиды ко всем чеченцам, а не только к ФСБшной банде кадыровцы? У меня лично вызывают подозрение наличие вооруженных русских групп, не имеющих ясной и честной позиции по отношению к нам на нашей стороне. А вы, обратите внимание, присоединились к нашей стороне в борьбе против империи. Исторически такие ситуации заканчиваются геноцидом для чеченцев и украинцев. Борцы за свободу русского народа в Украине, обращаюсь к вам с вопросами, надеясь на вашу искренность и мужество. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Вы признаете право чеченского народа на свободу и собственное государство? Готовы ли вы признать геноцид, совершенный вашей страной над чеченской нацией? Ваше стремление к свободе распространяется только на русский народ, или же все народы ГУЛАГа под названием РФ
и желающие освободиться из его оков получат свободу. С искренним уважением к настоящим борцам за свободу Украины. Председатель Human Rights Center Ичкерия Аслан Арцуев, 23 мая 2023 года. Германия, город Гамбург.